О том, что в детский сад придут не совсем обычные гости, врачи-стоматологи, воспитанники Аленушки знали заранее. Потому появление у порога группы людей в белых халатах никого не смутило и уж тем более не испугал. К тому же, несмотря на свой юный возраст, дети хорошо знают о необходимости ухода за зубами. Что делаешь, чтобы у тебя зубки не болели? Скажи. Чистим. А когда ты их чистишь? Утром. Тебя кто-то научил чистить, да? Нет, я сама научилась. Чистить передние зубки и задние. Чтобы зубки не болели. Что вот можно кушать, а чего нельзя? Еду. Шоколадки нельзя. А что можно кушать? Картошку, мясо, поедное мясо. Помидоры я люблю еще. К врачу нужно показывать зубки? Как ты думаешь? Ну да, если они у тебя болят, то нужно идти к зубному врачу, чтобы они посмотрели. Какие должны быть зубы? Белые, чистые. А для чего нужны зубы людям, как ты думаешь? Ну, чтоб кусали. Ну, беру пасту зубную, накладываю на щетку и чистю, чтобы не болели. Может, еще что-то делаешь? Ну, больше мама ничего не говорит, что надо делать. За 2 летних месяца врачи успели побывать в 10 детских садах города. Плановый профилактический осмотр занимает немного времени. Стоматолог оценивает состояние зубов маленьких пациентов. В случае, если обнаруживаются проблемы со здоровьем, ребенку рекомендуется посещение врача уже в лечебных целях. По результатам медицинского осмотра 33% детей уже обращались в стоматологию, то есть у них уже леченые зубы, ранее санированы, мы говорим. 31% детей нуждаются в лечении, и только 36% детей имеют здоровые зубы. Кариес в детской стоматологии считается одним из самых распространенных заболеваний. Есть несколько причин его возникновения. Специалисты напоминают, что кариес – это инфекция, которая в будущем может привести к развитию серьезных заболеваний полости рта. Потому игнорировать лечение молочных зубов не стоит. Сохраняя в полости рта хронический очаг инфекции, в последующем оно влияет на общее состояние организма, не только на состояние зубов, которые могут быть в последующем дать осложнения. В молочном прикусе она может повредить инфекцию в полости рта, зачатки постоянных зубов, может произойти полная гибель зачатков зубов и возникнуть при раннем удалении зубов. Когда у стоматолога не остается иного выбора и приходится удалять зубы, могут быть аномалии прикуса зубов. О здоровье ребенка родители должны позаботиться еще при планировании беременности и стараться избегать инфицирования малыша, соблюдая правила гигиены. Стоит помнить, что детский кариес молочных зубов и его лечение требуют особого внимания, как со стороны родителей, так и со стороны специалистов. Луиза Мустафина, Азамат Галин, Гульгина Раскильдина для службы новостей.